Стала известна причина взрыва в жилом доме в Якутске. Оказалось, что из-за самовольного изменения в конструкции газовой трубы произошла утечка бытового топлива. Напомним, 11 ноября в первой половине дня в доме по улице Петра Алексеева прогремел взрыв. С места происшествия госпитализировали пожилую женщину, которая на тот момент находилась в квартире. Подробнее в материале Саргыланы Захаровой. В момент взрыва в квартире находилась пожилая женщина. Незадолго до инцидента дети сделали подарок матери. Она успела провести там только одну ночь, и на следующий день по телефону она делилась с дочкой впечатлениями о новой квартире. Вдруг в трубке послышался хлопок, и связь прервалась. Взрыв оказался такой силы, что мебель и бытовую технику разбросала по всему двору, а ударной волной покорежило двери соседних квартир. На место прибыли работники всех экстренных служб. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Основной версией причины взрыва сразу назвали утечку газа. После месяца проверок специально созданная комиссия Сахатранснефтегаза озвучила результаты работ. Было установлено, что было внесено изменение в распределительный газопровод квартиры, перенос опуска газа плите без установки заглушки на кран. Второе – перепланировка квартиры. Третье – это плохая работа вентиляционной системы. Одной из причин недостаточную вентиляцию помещений из-за ненадлежащего состояния дымоходных каналов опровергают в управляющей компании. В тот же день с участием представителей Сахатранснефтегаз и с нашими представителями проверено и установлено наличие тяги вентиляции, соответствующей норме. Об этом составлен акт. Акт о проверке вентиляции также направлен в Ростехнадзор для исключения версии взрыва по причине нефункционирующей системы вентиляции. Однако подлинные причины происшествия станут известны только после заключения официальной комиссии. Работники газовой службы предупреждают горожан. Самовольное вмешательство в газовые сети может привести к трагедии. Все жильцы, которые получают первичное жилье, также в частные домостроения, которые газифицируют свои дома, они должны проходить инструктаж в техническом кабинете предприятия газового хозяйства. Контингент, который приобретает вторичное жилье, он остается, как правило, без инструктажа. Пострадавшая до сих пор находится в больнице, и ее состояние остается по-прежнему крайне тяжелым. Чтобы избежать трагедии, если вы почувствовали запах газа, необходимо позвонить по номеру 42 62 04 или по короткому номеру 04. Даже небольшая загазованность помещения может стать причиной взрыва. Саргылана Захарова, Гавриил Дьячков, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.